И мы приплыли на Ленские столбы. Какая красота. Сейчас идем на обряд посвящения, на обряд очищения. Ehegi kelligin, gülegi, sinyanlara bol bakka, ehegi kelligin. Ağabeyim, işçisin, doydum. İşçilerin arıyla alacından ayak tuttağın boluktu. Запевала, а женщины в костюмах, и за ними люди повторяют. Костюмы очень красивые. Я поставлю ссылку на видео «Якутия мастеровая», по-моему, называется. Там я снимала тоже национальные якутские костюмы. Была демонстрация. Шли мастерицы из разных районов улусов республики в национальных костюмах. Наш красивый теплоход Михаил Светлов. И после мы будем подниматься вон туда вот наверх, вон туда вот. Ну, подъем где-то, наверное, минут 40, час займет. Расскажи, что, как ты себя чувствуешь? Мы на Ленских столбах. Ты куда ушла опять? Я тут видео пытаюсь снять для Ютуба. Она убегает. Да, я, кстати, здесь где-то есть одна. Вот такая у нас тут красота. Кстати, вот помнишь, 90-е годы мы же вот здесь поднимались. Вот так вот сразу наверх, когда не было организованной тропы. Но скалы это просто. Вот нельзя материться, да, нельзя. А слов нет других. Давай, рассказывай, что это? Это слепок трилобита, которые жили еще до появления динозавров. Это что-то такое типа моллюсков. Тут еще надписи какие-то, смотри, оказывается. Это... Вот эти уже. Настоящие? Нет, это эти уже рисовали. Ну, кто делал, видимо, слепок. А, да. Он такой гигантский. Предок. Такой слепок, наверное, его нашли среди скал. Встань рядом, чтобы показать масштабы. Вот. Оно вообще здоровое. Метр. А что он такой? Вон там вот голова, да? Да, и у него еще глаза. У них тут нет. Стеблевидные какие-то глаза, которые... Как усики такие торчали. Да. Но здесь их не видно. Ну да, потому что долина Туймада, это у нас что? Это дно реки Лена. Красота вообще. Ты готова подняться наверх? Я готова. А я нет. Начинается наш подъем. Алена, где вы там? Ты где?
Все, пошли. У меня даже слов нет, чтобы говорить. Сколько тут протяженность? Там не написано? Не написано. Тут, по-моему, что-то около 6 километров, что ли. Подъем вверх, да. Нет, меньше, потому что меньше часа я поднималась. Я уже не хочу подниматься. Алена, как вы себя чувствуете? Мы еще километр не прошли. Вот такая вот лестница будет на протяжении всего пути наверх. Мы уже догнали остальных людей. А я уже устала подниматься. Хотя мы даже половину еще не прошли, мы даже треть не прошли. Нам осталось всего 500 метров подняться. Ну мы молодцы. Вон там люди еще идут. Но все-таки хорошо, что мы поехали осенью. Потому что летом было бы очень жарко. И плюс комары. Подниматься было бы невозможно. Мы наконец-то дошли. Правда, из-за пожаров я не думаю, что... Но реку не видно. Вообще не видно. Попробуем что-нибудь поснимать. Ну, я сомневаюсь, что мы даже теплоход увидим сверху. Ну, вроде что-то видно, да? Ну, не особо. Но он остров виден. Да, плохо, что лесные пожары. Ну, за полчаса, да, где-то, 20, наверное, да, потратили? Да, ну тот берег не видно. Тут вообще ничего не видно. Как твои ощущения? Красота. Ты после подъема себя нормально чувствуешь? Все хорошо? Вообще классно чувствую. Супер. Сейчас оладушки положим. Да, и водички попьем. Ну, вот как и предполагала, из-за дыма реки не видно, очень слабо. Вон там вот островок, отмель. Еле-еле видно. Тут берег вообще не виден. И теплоход я тоже сомневаюсь, что мы увидим. Все, мы идем вниз? Или куда? Или посидим еще? Мы хотели полежать, да. Нужно найти скамейку и полежать. Но вообще ничего не видно. Какая жалость. Страшно? Такие вот скалы, ленские столбы. Кстати, в этом году река какая-то мелкая, да, совсем? Раз острова эти появились, оголились. Ну, здесь помимо обзорной площадки также есть беседки, 2 штуки. Там, по-моему, тоже еще одна имеется, где можно перекусить. Ну, блин, мне даже воду лень поднимать наверх. Не говоря о том, чтобы еду нести. Кстати, хотела сказать по поводу маски. В прошлом видео писали, что в маске смешно находиться. Просто в Якутии, в городе Якутске в частности, действует масочный режим. У меня еще перчатки есть, если что. А вот наша Аленушка. Как вы себя чувствуете, расскажите. Полчаса назад наверху, когда были, как себя чувствуете? Хорошо. Ну, спускаться — это же не подниматься. Ты, главное, не упади и ноги не переломай. Можно сюда приехать самостоятельно и купить билеты в парк. Так, сколько стоят билеты? Взрослый стоит 300 рублей, детский 150. Но если приезжаете в круизе, то стоимость входит уже в путевку. Тут стол. Вот такой вот вид. Ну, какая акустика хорошая. Здесь можно арендовать и устроить пикник, например, если приехали не в круиз, а самостоятельно. Вообще парк работает круглогодично, и сюда приехать можно не только на теплоходе. Вот можно приплыть на катере с того берега
Зимой на машинах, на буране перевозят. Ну и пожелаемся, люди приезжают, арендуют, берут в аренду вот эти вот юрты небольшие, устраивают здесь пикник. В этом году у нас, конечно, обломали немного. А раньше, в прошлые годы, вот здесь вот капитан делал уху и шашлык. Там вот мангальная зона. Но в этом году, я сегодня уточнила, сказали, что из-за лесных пожаров им запретили что-либо делать. Есть такие вот рукомойники, имеются, вот мангальная зона. Как бы все нормально организовано. Еще мне, кстати, понравилось, что здесь сделали такие вот обивки хорошие. Не холодно сидеть. Это очень актуально, когда приезжаешь осенью. Ой. О! Смотрите. Чуть не наступила. Оладушки кушает. Ну и вон туда вот тоже можно пройти. Там домик, где живут сотрудники парка. Ну а здесь вот чисто турзона. Вот тоже юрта. Вот здесь она уже без стола. Здесь просто можно посидеть, отдохнуть. И вот наши ленские столбы. Вот там вот наверху мы были. Природный парк Ленские столбы внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году. И в этом году Ленским столбам 25 лет.